В Кыргызстане российский бизнес привлекает потенциально объемный рынок сбыта для ознакомления с предлагаемой продукцией как российских, так и кыргызстанских производителей и для налаживания не просто контактов, а взаимовыгодного сотрудничества в Бишкеке открылась международная промышленная выставка «Экспо Россия-Кыргызстан-2022». Мероприятие призвано содействовать расширению торгово-экономического взаимодействия наших стран. Это площадка еще для большего взаимосотрудничества, потому что мы с Россией взаимосвязаны, мы стратегические партнеры во всех сферах направления. Мы на сегодняшний день взаимодействуем. Также оттуда приехали вузы, это сам Алтайский вуз, вот Сеченовский университет, вузы приехали, значит, медицинского направления, IT-технология, инженерные вот эти направления. На сегодняшний день они приглашают по своей программе, чтобы наша молодежь обучился на бюджетной основе. В масштабной выставке приняло участие более 200 российских и более 100 отечественных компаний. Кроме этого, на мероприятие прибыли представители компаний из Узбекистана, Казахстана, Ирана, Дании, Франции, Албании и Вьетнама. В экспозициях были представлены инновационные продукты и разработки во всех областях народного хозяйства. А также приехали представители из Якутии, много лет работающие в сфере ювелирного дела. Работаем мы с 1994 года, уже 28 лет. Производим наши изделия с якутскими бриллиантами знаменитыми и другими натуральными камнями. Вещи все эксклюзивные, в единственном экземпляре, оригинального дизайна. Мы достаточно известная фирма. Работаем почти со всеми странами мира, не только в России. Америка, Франция, Мадрид, Китай, разумеется, Германия. Кроме частных компаний, также приняли участие различные фонды России. Они оказывают финансовую поддержку для предпринимателей, предоставляют более 100 услуг для бизнеса. На выставке «Экспо Россия-Кыргызстан-2022» ее участники ищут партнеров для взаимного ведения бизнеса и планируют предоставлять свои услуги в Кыргызстане. Наши предприниматели из разных отраслей, это и производство огнезащитных покрытий, и присадок для дизельного топлива, и есть изготовители монтажной пены и электрооборудования. Мы планируем, что наши предприниматели найдут контакты здесь, в Кыргызстане, и смогут именно начать продавать продукцию здесь, в Кыргызстане. Организаторы уверены, «Экспо Россия-Кыргызстан-2022» и Бишкекский бизнес-форум внесут весомый вклад в расширение международных экономических связей и укрепление экспортного потенциала взаимодействия российских компаний и регионов Кыргызстана. Укрепление нашего экономического, политического, культурного, образовательного сотрудничества. Будет круглый стол по энергетике, там есть что сказать. Россия предлагает серьезный план модернизации малых гидроэлектростанций на реках кыргызских. Наш Росатом планирует исполнить пожелание и построить здесь атомную электростанцию на базе российского реактора «Ритм-200», который себя хорошо зарекомендовал. На форуме было отмечено, что Кыргызстан открыт для новых проектов и готов создать для них благоприятные условия для ведения бизнеса. По словам заместителя председателя Кабинета министров, по итогам 2021 года товарооборот между Кыргызстаном и Россией составил около 2 миллиардов 285 миллионов долларов. Составляет рост практически на 45% по сравнению с 2020 годом. Большая часть товарооборота приходится на экспорт российских товаров в Кыргызстан, около 1 миллиарда 875 миллионов долларов. А экспорт кыргызской продукции в Россию составляет 413 миллионов долларов. Мы понимаем, что данные показатели не отражают в полной мере потенциал между нашими странами. В этой связи Кыргызская республика остается приверженной соблюдению преемственности и исполнению всех ранее достигнутых договоренностей и обязательств. Отметим, данная выставка прошла и в онлайн-формате. В целом она будет длиться 3 дня. Желающие могут ознакомиться с предоставленными услугами и получить нужную информацию. Альбина Ивекова, Джанадель Абубакирулу, ЛТР, Бишкек.